Быстро и ловко. Кажется, в этом лесу высадился целый зеленый десант. Сначала получают орудия труда, саженцы и в бой. На посадку люди приезжают целыми семьями. Хочется не только у себя в саду, но и что-то для людей сделать, которые там вокруг ходят. Ну, наши дети, может быть, будут гулять. На самом деле для себя мы там тоже гуляем. В общем, неравнодушных здесь сотни. На посадке представители самых разных профессий. Некоторые даже переодеться не успевали. Немножко поработал, потом сюда на автобусе. Ветеринары, инженеры, лесники, судьи. Настроение такое, что сами не заметили, как засадили лес. А это 18 тысяч саженцев. Шикарная погода радует. Мы занимаемся благим делом. Ежегодная акция, мы всегда в ней участвуем. И вообще, мне кажется, это для детей очень нужное, правильное дело. И для нас тоже. Через несколько десятилетий здесь появится настоящий лес. И впоследствии чего я могу говорить всем своим родственникам, что именно этот лес сажала я и мамины коллеги. Они еще молодые и совсем не окрепшие, но уже совсем скоро в этом сосновом бору вырастут новые, мощные, красивые деревья. И каждый человек, который будет прогуливаться здесь, сможет узнать, кто к этому приложил руку. К примеру, вот эта посадка Министерства спорта Республики Татарстан. И вот таких табличек по всему лесу очень много. Это наша аллея. И у каждой елки тут есть свое имя. Вот это, например, елка Шаян, там елка Биби. А это уже Казань. Здесь еще одна точка посадки деревьев. Поддержать акцию пришли многие, среди них и наши коллеги, ведущие Шаян ТВ. В целом, только сегодня по всей республике посадили больше 3 миллионов деревьев. Особый акцент на проблемные зоны. Это Столбищенское участковое лесничество около поселка Вороновки, это поселок Шагалеево в Пестричинском районе и около поселка Дачного в Высокогорском районе. Таким образом, пробелов и залысин в татарстанских лесах будет все меньше, по крайней мере, если эта акция будет повторяться, как обещают организаторы. Сергей Хайдаров, Алина Мусина, Вадим Илларионов, Алмаз Единов, ТНВ Татарстан.